Здравствуйте! В эфире первый выпуск программы «Якутия Лайв. За и против». Меня зовут Сергей Михедов, и в ближайшие 40 минут мы будем обсуждать, пожалуй, самую актуальную и насущную на сегодня тему локдауна. Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в России отмечается с конца сентября. В октябре число новых заражений увеличилось сразу на 70% по стране. Ну а в Якутии ежедневно выявляют почти по 300 новых заболевших коронавирусом. В связи с этим глава Якутии Айсен Николаев назвал целесообразным объявить в регионе нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в соответствии с решением президента Владимира Путина. Сегодня тема локдауна волнует не только жителей Якутии, но и представителей малого и среднего бизнеса. Ну а начнем нашу программу с сюжета моей коллеги Мадины Халиковой и узнаем подробности сложившейся обстановки. Но затем вернемся в студию и вместе с нашими гостями обсудим тему локдауна. Глава республики подписал указ о нерабочих днях. И так, чтобы зайти в кафе, ресторан, нужно предъявить QR-код о вакцинации, справку о медотводе или перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад. А вот доставка без ограничений. Знают ли об этом якутяне, мы спросили на улице. Запрета на все развлекательные заведения, не знаю, там. Ночью, да? Ночью на развлекательные всякие меры. Вирус еще распространяется, поэтому какие-то меры нужно принимать, с одной стороны. Это правильно, потому что не все носят маски, не все социальную дистанцию соблюдают. В любом случае, следующая неделя особо и не рабочая была, там 3 рабочих дня фактически. Так что ничего и не меняется особо. Согласно указу, я так понял, будет обеспечиваться функционирование в любом случае всех госорганов. Магазины вроде работать продолжать будут согласно указу, так что они... Ничего серьезного, по-моему, не будет меняться. Я так понимаю, что большинство предприятий будет работать с QR-кодом, а те предприятия, которые закрываются совсем, это фитнес-залы, массового скопления людей места. Попасть в медорганизации, продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости, можно без ограничений. Также деятельность продолжают гостиницы, хостелы, промышленные предприятия, организации непрерывного и жизнеобеспечивающего производства. Работа остальных приостанавливается на определенный указом срок. Что касается культурной программы, посетить театр, посмотреть кино, сходить на выставку можно, но только по предоставлению сертификата о вакцинации. Детям же необходимо прийти в сопровождении взрослого, у которого есть QR-код. То, что мы ввели эти коды, QR-коды, послужило основанием для того, чтобы в 30-го, когда будет, скажем, массовое закрытие многих торговых точек и прочих, культурные заведения будут работать. Да, для нас это большая ответственность. Мы будем соблюдать и масочный режим, и все рекомендации, которые делает Роспотребнадзор нашей республики. На каникулы уходят школы и секции, но тем не менее в детских садах заработают дежурные группы. Кроме того, режим самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, не прошедшие полный курс вакцинации. А работодатели впредь должны предоставить сотрудникам 2 выходных оплачиваемых дня на вакцинацию. В соответствии с указом вводятся новые ограничительные мероприятия. Граждане в возрасте старше 60 лет, не прошедшие полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Работодателям рекомендуется перевести на дистанционный формат граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на 4 недели для иммунизации. Несмотря на сбалансированность указа, где учитывают интересы и людей, и бизнеса, граждан все же призывают воспользоваться нерабочими днями как возможностью остаться дома, максимально ограничить контакты. Это позволит остановить распространение болезни, сохранить свое здоровье и снять нагрузку с медработников в период пандемии. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Ну что ж, каждый день в СМИ мы слышим об антирекордах, и уровень вакцинации как в России, так и в республике по-прежнему недостаточный. Почему так происходит и чем грозит локдаун для малого и среднего бизнеса, будем разбираться. Сегодня в нашей студии представители ответственных ведомств Роспотребнадзора, Минздрава, Министерства предпринимательства, ну и непосредственно представители бизнеса. Всех рад видеть в добром здравии.
Ну и хотелось бы узнать, я так понимаю, мы все вакцинированы. Вы были вакцинированы по доброй воле или вас вынудили обстоятельства? Давайте начнем с предпринимателей. Ну, я, конечно, вакцинировалась сама, потому что я думаю, что вообще как раз-таки предприниматели, вот малый и средний бизнес, мы на себе как бы почувствовали все эти ограничения, и мы, наверное, больше, чем кто-либо другие, хотим, чтобы все вернулось в нормальную жизнь. И, конечно, мы сразу, как все это было, ну, сами добровольно. Самостоятельно пошли и вакцинировались. Ну, не совсем практически сразу, да, но да, пошли. Пит, Катерина, как давно вы вакцинировались? Как вы вообще относитесь к вакцинации? Я из группы «Риск», и поэтому я решил делать вакцинацию. Мы представляем вообще сферу гостеприимства, и, конечно, мы вынуждены и мы обязаны вакцинироваться. И, конечно, я вакцинировалась, например, по доброй воле. Это мое глубокое убеждение, что мы должны вакцинироваться, и персонал тоже у нас провакцинировался. Альберт Варфоломеев, как давно вы вакцинировались? Как вы вообще относитесь к вакцинации? Я вторую вакцину получил в июне этого года. Вакцинировался добровольно. Ну, я всегда относился к вакцинам положительно, потому что у меня мать врач сама. То есть представители бизнеса у нас добровольно идут за вакциной, никто кажется, себя не да. заставлял, не откладывал это дело. То есть, в принципе, вы сами добровольно пошли за вакциной. Ну, Альберт, после болезни, тяжело ли протекала болезнь? Ну, относительно. Первые 2 дня было тяжело, но потом было нормально. Ну, то есть особо, конечно, последствий тяжелых не было. Перенес, как, в принципе, обычную простуду, ну, как грипп, но в более тяжелой форме. Ну, здесь фактор молодого возраста, поэтому, скорее всего, да. наверное, поэтому болезнь прошла легче. Тема у нас, которая сегодня заявлена, это локдаун. Заявленная причина – это рост заболеваемости ковидом и связанное с ним увеличение смертности. Чем вызван непосредственный рост заражений? Несоблюдением ограничительных мер или недостаточной вакцинации населения? Этот вопрос я хочу адресовать Альбине Егоровне Кычкиной. Вообще государство как общественная структура, которая должна охранять общественный порядок, в том числе социальную жизнь населения, конечно, прибегает к серьезным мерам. В том числе мы их называем ограничительными мерами, потому что они ограничивают в какой-то степени работу тех же самых бизнес-структур, предприятий, хозяйствующих субъектов. Причина, конечно, понятна. Это все-таки затяжной характер пандемии, то, что очень большое количество у нас заболевших, в том числе и большое количество, ну, большая нагрузка на систему здравоохранения. Я думаю, мы это все услышим, но хотелось бы обсудить, как нам вместе решить либо вот эту проблему, либо ваш вопрос, либо вообще прийти к какому-то мнению, каким образом нам необходимо вместе вот таким очень хорошим составом обсудить возможность и пути борьбы с коронавирусом. Почему в обществе до сих пор живет массовое недоверие к вакцинации? Вот как вы считаете? Это, скорее всего, это недоверие вообще к власти. Возможно, недоверие к спутнику, ну, вакцине «Спутник ВИ», да, например. Вот лично я думаю, может быть, пустили бы все иностранные вакцины здесь, и кто хочет, могли бы, например, платно вакцинироваться, да. Но то, что заставляют, и, скорее всего, вот как мы ответили, я думаю, что сами предприниматели, как раз-таки мы осознанно пошли и поставили, большинство, мы как-то, никто нас не заставляет, да, а вот то, что касается больше бюджетной сферы, они как будто вот, ну, как будто их заставляли, скорее всего. И так как у нас в Якутии большинство людей работает в бюджетной сфере, и вот это и сказывается. Мария Максимовна, вообще хочется узнать о темпах вакцинации. Может быть, у вас есть какие-то данные? Люди считают, что она разработана достаточно быстро. Есть такие мнения в обществе, что она написана на коленке, и что нам вводят непонятно что. Однако я должна вас всех предупредить, что вакцина разработана на аденовирусном векторе, который был давным-давно разработан. Туда добавлены антигены новой коронавирусной инфекции. То есть она абсолютно безопасна. От нее невозможно заразиться. Люди еще, видимо, не поняли того, что
это единственный способ побороть Почему эту тогда, пандемию. почему кто вакцину ставит, болеют? У нас даже есть летальные исходы. Такие и случаи повторно действительно болеют. есть, да. Ну, как бы, вот Если почему заболевают в недоверие. период после вакцинации, Да. то, скорее всего, в течение 14 дней он был уже в инкубационном периоде. Скорее всего, он был заразившийся. Да нет, там, спустя от- 2-3 месяца все равно же все болеют. Ну, как бы мы же Заразиться все это возможно. видим, мы же это все видим. Ладно, там статистика как-то по-другому говорит, а все равно мы же Нет, все вот статистика рядом. ничего не скрывает. Действительно, бывают случаи заражения и вакцинированного человека, потому что иммунная система отвечает у всех по-разному. Чаще всего у нас, вот наша больница Якутская республиканская, к нам поступают вакцинированные вакцины Эпивак Корона. Очень редко бывает спутник Ви. То, что спутник Ви показал свою клиническую эффективность, это доказанный факт. Я призываю вас всех вакцинироваться. Почему люди не доверяют? Наверное, была недостаточная информационная поддержка всего этого. И просто люди боятся и верят рассылкам в WhatsApp, Да. верят рассылкам в Инстаграмах, которые сеют, не побоюсь этого слова, мракобесию. Действительно, там пишут неправду. Наверное, нужно разъяснительную работу какую-то проводить. То Более есть широко. информированность недостаточно, вы считаете? Нет, информировать У нет. меня- Да. Извините, Пит, у вам меня слово. немного другое понимание. С самого начала COVID использовался и, возможно, был создан в политических целях. Вы так думаете, да? Ученые, которые не следуют официальной версии, их информация не публикуется. Вот почему люди не уверены. Потому что информация недостаточно, не полная. То есть не хватает много информации, которой никто знает о COVID. И поэтому никто Да, уверен. неинформированность. Ну, здесь, наверное, существует еще проблема, что вирус сам недостаточно изучен, чтобы о нем, может быть, что-то говорить, Вот, какую-то говорите, дополнительную что информацию. болезнь новая, вирус мало изучен, неизвестен. Конечно, люди будут опасаться. Вакцина тоже новая, тоже неизвестная. И поэтому люди говорят, мало изучено, клинических испытаний до конца не проведено. Но сейчас-то уже сомневаться не стоит. Уже 150 миллионов человек только в России привиты. А во всем мире миллиарды доз вакцины используются. А у нас в Якутии сколько процентов привито на сегодняшний день? Я вам взрослого скажу, населения? 54% взрослого населения привиты. И в последнее время, последние недели, темпы иммунизации увеличиваются. Люди получили больше информации. А Я не почему скажу, что тогда? врачи виноваты, что они там мало что-то говорят. Вы знаете, говорят на каждом шагу. Развернули дополнительные вакцинальные пункты. Вы видите, что в торговых центрах, и на главпочтамте, в МФЦ стояли. Привлекали всеми возможными способами. Люди не доверяли. Информации стало больше. С фейками стали бороться. Потому что на каждую информацию, а у меня сосед заболел, начали эту информацию проверять. Вот посмотрите, в отделениях в республиканской больнице вся реанимация заполнена людьми пожилого возраста и непривитыми. И такая нагрузка на здравоохранение, все, что мы тратим на здравоохранение, реанимация, ИВЛ, лекарства, это все на непривитых людей из группы риска, которые вот решили не привиться, и теперь вот у нас такие большие потери. Отсюда у нас идет такой локдаун, отсюда страдают все. То есть вы считаете, что эта неделя локдауна Она нам снизит поможет. уровень заболеваемости и пойдет на пользу? Она нам поможет. Я вам скажу, вот у нас, например, уже несколько недель, уже 7-ю неделю подряд идет рост заболеваемости. Но темпы этого роста, они еженедельно снижаются, потому что, конечно, такие меры принимались. Ну, во-первых, у нас карантины были, помните, ПАРВИ, они свою роль сыграли. У нас усилился контроль государственный со стороны административных комиссий, со стороны полиции. Мы знаем, что уже в судах уже дело лежит на людей, которые нарушали этот масочный режим, которые на своих объектах не соблюдали противоэпидемические мероприятия. Есть уже, и это играет свою роль положительно. Но и в конце концов у нас растет иммунная прослойка. Потому что иммунная прослойка, она складывается из количества переболевших, которых у нас все больше становится, и из количества привитых, которые тоже становятся больше. Как вы считаете, одной недели хватит? Я думаю, что хотя бы приостановить и выйти на плато нам этой недели хватит. Люди спорят
Почему одним разрешено работать, другим запрещено? Хочется узнать у Александра Гренадерова, представителя фитнес-индустрии. Александр, вот насколько я знаю, даже создана петиция. Сейчас идет сбор подписей. Расскажите об этом подробнее. Как вы вообще относитесь к запрету работы фитнеса во время локдауна? Ну, мне кажется, что это не совсем правильно. Я понимаю, конечно, что идет массовое заболевание, очень большая проблема стоит и в стране, и в Якутии. Но мне кажется, что физические спортзалы, физические объекты физкультурные закрывать не стоит. Потому что есть такое мнение, есть такое понятие, как реабилитация. И даже люди, которые переболели, им нужно где-то ее проходить. Так как у нас сейчас на улице зима, особо там не позанимаешься. Куда еще идти? Спортзалы. Поэтому я особой логики не вижу, зачем их закрывать, если может человек, даже уже переболевший, пойти и начать свое восстановление в спортзале. Об этом даже оперштаб утверждает, у меня даже сноски есть, ссылки, что рекомендация оперштаба заниматься физической культурой, не заболевшим и уже переболевшим. Вот. Поэтому то есть здесь противоречие? Противоречие, да, прямо на лицо, потому что зачем их закрывать залы, если там созданы QR-коды, можно пройти по QR-коду, затренироваться. Все ограничительные меры соблюдены. Циркуляторы, ограничительные полоски, все, что нужно, все соблюдено. И все равно закрывают. Максим Михайлович, хочется узнать у вас, как у представителя Министерства предпринимательства, как вы считаете, правильная ли эта мера, что у нас ограничит работу фитнес-клубов, и вообще будет ли какая-то поддержка предпринимателей в этот локдаун? Ну да, действительно, нашим министерством предпринимается ряд, и они уже подготовлены, предложения по поддержке отраслей, которые наиболее пострадали в период введения ограничительных мер. На самом деле ограничительные меры вводятся у нас не только в связи, как вы сейчас говорите, локдауном. Я их называю, например, нерабочие дни. Соответственно, для них не только фитнес-клубы на самом деле у нас не работают. Еще с прошлого года даже, можно сказать. Есть отрасли, например, детские игровые комнаты, развлекательные детские учреждения, которые до сих пор в периоде, в формате ограничений стоят. А что касается отдельных, с 30 по 7 ноября этой нерабочей недели, мне бы все-таки хотелось отметить, что в нашем понимании бизнес, конечно же, пострадает. И для них нужно готовить меры поддержки как со стороны государства. Не зря уже федеральные меры поддержки сделаны. А как простой обыватель, я, например, думаю, что эти нерабочие дни нам даны не для того, чтобы в виде отпуска, либо для того, чтобы мы могли провести эти дни в формате покупок, либо отдыха, либо посещения других развлекательных заведений. Они все-таки даны снизить контакты между гражданами, минимизировать объем контактов. И, например, в нашей республике введены ограничения, я не говорю про другие регионы, в том числе по работе крупных торговых центров, например. Не секрет, что многие люди все-таки не планируют сидеть дома. Есть какая-то статистика, где люди заражаются? Они больше, наверное, по семейным каким-то встречам, семейное заражение есть больше. Такая статистика, я скажу вам. Больше 50% до 55%, когда люди не знают, где они заразились. Не знают они. В продуктовом магазине. 30% говорят, что они заболели в семье, то есть у них были там родственники. 7% говорят, что они заразились, наверное, на работе, потому что у них там больны. Но большинство-то они ведь не говорят, где они заразились. При этом мы знаем, что они ездят в общественном транспорте, они ходят в магазин, они ходят в рестораны, в кинотеатры и так далее. То есть это как раз свидетельствует о том, что они ведут активный образ жизни. Получается, что в основном, то, что лица старшего поколения, они же в основном в торговые центры не ходят, да? Значительно меньше ходят, да, получается. Они больше семейное заражение идет. И тут, получается, кинотеатры, театры работают, а фитнес-залы закрыты, торговый центр, нету такой толкучки. И самое главное, мне кажется, тут еще проблема в том, что чтобы пойти, я знаю, маленький школьник, там, племянник мой, как заразился, здоровый мальчик, чтобы он пошел на кружок, ему сказали обязательно с ПЦР-тестом. Он пошел в больницу, в очереди, там и заразился, потому что в первую очередь не сколько там торговых центров заражаются, а заражаются именно в медицинских учреждениях, когда стоят на очередях. Я думаю, что нужно в первую очередь такие моменты убирать, а не закрывать торговые центры.
Я все-таки убеждена, что основной источник заражения происходит в общественных местах. В торговых центрах? В торговых центрах, в тех же поликлиниках, будем считать это амбулатории. В поликлиниках больше, чем в торговых центрах. Откуда такая уверенность? Да. Ну, уверенность, потому что в поликлинике... Зачастую люди идут сдавать тест. Если они уже заболели, они вызывают терапевта к себе домой. Плановый прием запрещен. Да. Если человек чувствует себя здоровым и идет сдавать ПЦР-анализ осознанно, допустим, платно, то он сдает для какой-то цели. Допустим, чтобы пойти по QR-коду, то есть, что у него ПЦР 72 часа, в какое-то место, потому что он ранее не привит или ранее не переболел. То есть у него QR-кода нету. Часто сдают ПЦР именно по этому поводу. Чтобы куда-то улететь, например, чтобы удостовериться, что я поеду, например, в район к бабушке, и я не заражу ее сейчас. Поэтому я не могу сказать, что вы так утверждаете, что заражаются в поликлинике. Это практически исключено. И тем более ребенок. Нет, больше вероятности, там же в больнице больше больных людей, они туда идут. Я вот тоже ходила, очень многие кашляли. Когда идешь КТ сдавать, то там все зараженные сидят. Ну, реально. Ну, на КТ по новой коронавирусной инфекции? Да. Ну, там действительно лежат, идут все заболевшие. Нет, и потом, ну, мне кажется, а почему нельзя вообще государству было бы намного дешевле открыть бесплатные вообще какие-то вот, как сейчас вакцины ставят, чтобы ПЦР сдавали люди бесплатно? Побольше таких, системы да. для ПЦР очень дорогие. И поэтому но это намного дешевле, чем всех бюджетников бесплатно, чтобы они сидели намного за счет бюджета. Дешевле, намного дешевле всех вакцинировать бесплатной вакциной. Это намного дешевле. Вот эти ноябрьские дни для бизнеса, и так они очень сложные дни. Вот эта неделя, не дай бог, она еще продлится. Эта неделя, от этой недели мы будем оправляться, наверное, где-то месяцами. Вы потеряете деньги, вы потеряете заработок. Причем тут деньги? Нет, подожди. Но не только деньги. Жизнь стоит намного дороже вашего мы тоже понимаем, мы тоже люди, у нас тоже есть дети. И у вас тоже есть старшие родственники. Да, мы тоже но при этом у бизнеса есть обязанности. Вы не забывайте, не только они зарабатывают, они еще берут на себя обязательства обеспечивать семьи своих сотрудников, в том числе заработной платой. В том числе они, когда заключают с ними договор, они обязаны действовать и обязаны при этом... не получившим Нет, вакцину. просто тут же понятно, сытый голодного никогда не поймет, да, вот когда вот идет просто у бюджетника, отберите у них зарплату, недельную зарплату у них отберите и скажите, сидите, допустим, сидите. А почему только мы должны страдать? Сидите. Конечно, все будут возмущаться. Вот то же самое. У нас и так не такие большие зарплаты, не такие большие доходы. Мы и так после первой волны никак не можем оправиться. Более-менее как-то начали привыкать. Вот то, что электронные продажи, вот это, они не работают. Максимум 10% могут. Вот то, что площадку открыли, эта площадка вообще не работает. То, что вот эта доставка, это не работает. Все об этом твердят. Максимум 10% дохода будет. Так что вот, скажу, да? Вот люди, получившие вакцину, могут ходить везде свободно. Да. Люди, которые так или иначе по медотводу или там по убеждениям не получили вакцину, но при этом говорят, что они сдали результаты ПЦР и могут там свободно проходить, они глубоко заблуждаются. Они могут заразиться в этих местах, где ходят привитые, но при этом они все равно могут болеть. Поэтому допуск вот этих непривитых людей, которые получили медотвод и которые принесли свое ПЦР-исследование, на самом деле риск заболеть для них очень большой. Они пойдут в кинотеатр в полной уверенности, что они имеют право приходить в этот кинотеатр. А как жить людям, да, как жить людям, да, если у него медотвод, например, да, и ему по состоянию здоровья нельзя получать вакцину? Как ему быть вот вообще, как дальше жить-то? Вот таких людей нужно отстранять от работы. И об этом глава-то и написал. 50% людей с предприятий убрать. Вот для этого. Это лица старшего возраста, 60 плюс уже. Он говорит, их нужно с работы убрать, для того, чтобы убрать контакты. Не для того, что он вредничает такой, или это, как сказать, это дискриминация какая-то. Нет, это же в целях охраны их здоровья. Хорошо, можно вопрос, да, тогда? Вот, а те компании, те предприятия, например, вот эти же самые спортивные предприятия, которые полностью вакцинировались сами, вакцинировали своих сотрудников, готовы пускать по QR-коду, почему они не работают? Я согласна с предпринимателем, потому что я сама лично сталкивалась с ситуацией. В прошлом году мы же очень долго не работали, было нерабочее время. Реабилитация, лечебно-физическая физкультура, она обязательно нужна людям, которые прошли
скажем так, ну, Пройдет например, 7 ноября, операции и так начнется далее. реабилитация. А вы думаете, за неделю прямо это поможет? Мне Просто кажется, вот эти да. ситуации, Ну, они объявили бывают. до 7 Они бывают. ноября. Дай бог, чтобы это была только неделя, да, конечно, Да, я мне только... кажется, это Да. неделя, Ну, она была бы 2 бизнес недели, еще опасается, понятно. Да. конечно, продолжение. Я, конечно, прекрасно понимаю, темпы вакцинации нам надо увеличивать. Нас действительно может решить общую вот эту проблему действительно только вакцинации. Но все-таки я хочу, чтобы обратили внимание на спортивные учреждения. Спортивные учреждения, это... Нет, мы я смотрим считаю, что не должно туда, быть. понимаете, не туда. Мы говорим о спортивном учреждении, говорим о спортивных клубах, а смотреть-то нужно привить. Смотреть-то нужно дальше и больше, и шире. Нам нужно охватить прививками больше населения. И тогда не будут страдать ни спортивные клубы, ни торговые центры, Но ни это же, авторемонт. это же обязанности, как бы, почему такие вещи перекладываете, вот, ну, страдаем-то только бизнес, ну, то, что да, надо, прививайте, Не думайте. только бизнес, не только бизнес. Кто еще? У нас 1000 людей ежедневно умирает. Не, ну это Представляете, понятно. по стране это каждый день умирает полк, это как на войне. А вы говорите. Потом глава, ведь он как сказал, работают только те предприятия, которые нужны каждый день. То есть это общепит, торговля продовольственными товарами, аптеки. Я не думаю, что у нас большая часть населения занимается фитнес-клубом. А алкогольный маркетинг почему работает? Вот не могу вам сказать. А кто вот всегда не можем. Можно сказать? Мы у вас Можно задаем, объяснить? а неделя Иргена, поможет? можно Давайте объяснить? дадим слово Максиму Можно Михайловичу. объяснить? Да, Максим Вот Михайлович. насчет алкоголя. Мы живем в нашей стране. Законодательство в области пищевой продукции у нас единое, правильно? Есть федеральные законы как о торговле, так и о производстве пищевой продукции, где алкогольная продукция как раз-таки причислена к пищевой продукции. А то вы, неужели вы сами вот в координационном совете не запретили? А? Было время, когда запрещали торговлю алкоголем. Не предложили, ну не Ну, понятно, тут обратная сторона медали – это бутлегерство, да, то есть понятно, Тоже что... обратная сторона Это понятно. медали, это то, что все салоны красоты, они все сейчас, я звоню, например, маникюрши или там, кто Они ресницы, все уходят в они тень. все уходят в тень, то, что мы через год-два получим Вот нелегальный поэтому оставили бизнес. торговлю алкоголем. Вот поэтому оставили. Вы сами ответили на это. А не, а почему Но, с тогда другой салоны стороны, красоты не остается же оставили? доступ алкоголя. Каждый будет спрашивать, а Люди почему вот ты сейчас привит эту или неделю, почему сейчас, ты не наверное, привит? увеличится количество Да. даже алкоголизма, я не знаю, может, даже наркотиков и так далее, потому что... Ну, чем же Локдаун – это заниматься? только одна из мер, и то я не согласна Но с этим алкоголь, термином конечно, локдаун. Это не локдаун, на Это самом не деле. локдаун, это Что уже такое полумеры локдаун? Это пошли. блокировка. То есть люди должны оставаться там, где они есть. А у нас перемещаться разрешено, а в Хакасии нет. Там комендантский час вообще. То есть вы Там поддерживаете закрыли полный общественный локдаун, транспорт. а не полумеры вот такие? Вы знаете, да, я вот как эпидемиолог и санитарный врач, который каждый день регистрирует и смерти, и заболевания, и видит эти трагедии каждый день, я, конечно, была бы согласна с локдауном. Тогда бы недели действительно хватило. Сейчас мы идем 2 постепенно. недели, да, мы тоже, Сейчас если бы идем полностью, постепенно, мы мягко. тоже за это согласны, Но потому глава-то что... принял очень взвешенное решение. Он же не просто санитарный врач, правильно? Он же должен думать обо всех, и о гражданах, и о бизнесе, и о врачах. Это нужно взвесить риски, и экономические последствия, и для здоровья, и социальные потрясения какие-то. Поэтому мы получили то, что мы получили. И это не локдаун. Максим Михайлович, вот хочется узнать у вас, как у представителя власти, можно сказать, да, у нас. Вы сами поддерживаете такие полумеры или вы за локдаун? И вообще хотелось бы, чтобы вы высказали свою точку зрения, поставив себя на роль предпринимателя, как выживать в такой ситуации, когда невозможно работать и работать не разрешают. Ну, тут на самом деле ответ очевиден. Со стороны государства, если вводятся какие-то ограничительные меры, все равно должны быть... Ну, мы живем в государстве, где двустороннее движение, то движение, в том числе в период предпринимательное, оно обязательно должно быть. И для этого, если мы говорим, что вот ты, фитнес-клуб, закрывайся, при этом мы должны обеспечить ему, чтобы в этот период со стороны государства должны быть предприняты меры поддержки, чтобы возместить те упущенную выгоду, ну, или затраты, которые он несет, оставаясь вне работы. В любом случае эти меры они должны быть подготовлены, и я считаю, что полный локдаун, на самом деле, он априори, в принципе, наверное, невозможен уже в сложившейся ситуации. И мы уже должны научиться жить в той ситуации вот с прошлого года. В принципе, в прошлом году мы как слепые котята ходили, не знали,
что должно работать, что как работать. Все боялись ручек протереть, да? Каждый из нас начал больше руки мыть. И эти меры вот как раз-таки позволили нам не допускать большего всплеска заболеваний. Теперь у нас появилась вакцина. Это очень правильная мера, я думаю. И вот то, что вы говорили, те граждане, которые переболели, легче перенесли, они же тоже в будущем хотят, планируют вакцину. И чем больше вот эта масса нарастает, тогда вот таких локдаунов, таких мер ограничительных будет меньше, и мы выйдем из этого. И мы будем постепенно снимать те или иные ограничения для бизнеса в большей степени. Альберт, хочется услышать ваше мнение, как молодого представителя бизнеса. От этих полумер какие потери у вас будут, как планируете работать дальше? Ну, первый локдаун, к сожалению, либо к счастью, я не испытал, потому что в тот момент я еще был на госслужбе. И сейчас это будет мое первое испытание нашего бизнеса. Об этом? Жалеешь, что стал предпринимателем? Нет, я осознанно ушел в январе этого года. Конкретно осознанно нашел. Вот, ну, посмотрим. Вообще, считаю, что вот это, так вот сказать, да, это не локдаун, это какие-то полуограничительные меры, которые все-таки, я считаю, будут вредить именно малому бизнесу, всем малому, да? Не относим к среднему бизнесу. Средний бизнес, он, в принципе, будет оставаться даже, мне кажется, при локдауне. А вот именно будет страдать в основном малый бизнес ввиду того, что весь малый бизнес, он практически находится в ТЦ, да? В торговых центрах различных. В этот момент, период, да, все торговые центры будут закрыты, и, соответственно, будет большой убыток. То есть неделя – это для предпринимателя это довольно-таки ощутимо. За неделю они будут отбиваться вот месяцами, да? Нужно делать либо полностью конкретно, да? То есть уходить на локдаун, да, полностью закрываться? Вообще, всем сразу? Всем сразу. Вводить там комендантский час, чтобы никто никуда не ходил. Да, и на 2 недели. Да, нет, не 2, даже 2 недели, мне кажется, мало. Это ну, как минимум месяц все равно нужно. Нет, но если все уйдут, как будут работать ваши предприятия? Вот, ну в том-то нет, пускай, ладно, все закроют. Мы-то хотим, чтобы все Да, нормально. все разом ушло, как бы, даже если оно не идет. То есть вы хотите, чтобы была поддержка государства? Вот, в том-то и дело, чтобы была поддержка государства, но поддержка... Полная поддержка государства, то есть вам возместили все доходы, которые вы за это время потеряли? Не доходы, а хотя бы существование. Только на существование. Многие бизнесы на аренде, арендаторы тоже не идут навстречу, они тоже не пересматривают графики. Да? То есть, видите, опять же персонал, им надо выплачивать зарплату, потому что это те же люди, у них тоже ипотеки, да. У них дети, у них квартплата. Понимаете, тут же вот это все достаточно сложно, поэтому со стороны государства, если тогда идут какие-то ограничительные мероприятия, тогда надо, соответственно, параллельно отрабатывать так, чтобы бизнес все-таки он более мягко вышел из этой ситуации тяжелой. Потому что для нас это будет сейчас очень большой вызов. Вызов, который мы переживем. После первого локдауна 20% предпринимателей вообще бизнеса закрылись. То есть это каждое 5-е предприятие. Бизнес, каждый 5-й бизнес. После это был практически, ну, для многих контрольный выстрел. Те, кто выжили, вот сейчас мы опять стоим перед очередным вызовом. Как мы его переживем? Я надеюсь, что это ограничится всего лишь неделей, но опять же никаких гарантий нет. Продолжим тему гостиничного бизнеса. У нас есть запись короткого интервью с председателем Национальной ассоциации рестораторов, ательеров и туризма Ассоциации гостеприимства Якутии Татьяной Александровной Тымыровой. Давайте послушаем, а потом вернемся в студию. Еще в августе месяце нами была проведена активная работа по вакцинации сотрудников, работающих в сфере общественного питания. И по опросам наших предпринимателей уже на сегодняшний день вакцинировано около 80-90 и где-то даже на предприятиях 100% сотрудников. Вакцинация – это очень важная и нужная мера для сохранения здоровья наших граждан, наших гостей. Ну и, конечно же, как ассоциация мы стараемся поддерживать и помогать нашим предпринимателям, информировать их и также защищать их интересы при каких-то сложных ситуациях, которые возникают во время и проверки, и соблюдения мер безопасности. И хочу также отметить очень важный момент, что при всех этих ограничениях, которые на сегодняшний день действуют уже 2-й год, предпринимателям очень сложно работать в этих условиях. Мы наблюдали рост падения дохода предпринимателей прошлые года до пандемии. Это
значит, в сравнении до пандемийным годом это 30% дохода. 13% предпринимателей закрылись даже в 2020 году. Ну и сейчас эти вынужденные меры, которые предстоят еще по закрытию некоторых видов деятельности, мы ожидаем рост падения выручки примерно 40-60%. И, безусловно, здесь не обойтись без мер поддержки, которые нужны со стороны правительства, со стороны Министерства предпринимательства. Мы активно работаем как ассоциация для разработки данных мер поддержки. Ну и, конечно же, в период введения вынужденных мер, я надеюсь, что многие граждане будут вакцинироваться и будут посещать наши заведения уже с QR-кодами. Хотелось бы также сказать, что принятые решения по введению данных ограничений, и они вынуждены, и мы как предприниматели, безусловно, это понимаем, что это важно для сохранения здоровья наших граждан, что разрыв цепочки на сегодняшний день – это необходимая мера. И как предприниматели мы разделяем ответственность за принятое решение оперативным штабом и главой республики. Ну и, конечно же, очень важно сейчас всем соблюдать разработанные требования, санитарные нормы. У меня вопрос к Катерине и Питу. У вас с супругом малый гостиничный бизнес. Естественно, за время этих полумер, уже не локдаун, будем говорить по-другому, у вас поток потенциальных клиентов уменьшится. Почему у вас, Как вы пережили первый локдаун? Сейчас. Расскажите об этом. И что ожидаете от этого, ваши тревоги по этому поводу? Ну, первый локдаун, конечно, как и для всех представителей бизнеса, поначалу это был жуткий шок, потому что никто не ожидал, насколько он протянется, это была большая неопределенность. Но, конечно, мы стояли пустые, то есть мы вообще были закрыты, но наша задача была все-таки удержать персонал, и поэтому мы сохранили выплаты заработной платы нашим сотрудникам в полном объеме. Мы не сидели там на МРОТе, а как бы вот полностью постарались вот сохранить наш коллектив. Вот. Конечно, были убытки, и, соответственно, вот то, что случилось, то случилось. Что касается... Ну, я считаю, что все-таки в связи с тем, что у нас не было, слава богу, кредитной нагрузки на тот момент, да, как у многих других моих коллег, да, то есть мы не взяли... Мы в пандемию и в локдаун вошли без кредитов. У нас все-таки как бы в собственности помещения, поэтому аренды у нас нету. То есть, может быть, для нас это было более мягко. Но знаю, для многих коллег, для многих бизнесов это просто стало... закончилось просто закрытием многих бизнесов. Да, это кошмар, конечно. Да, кошмар. да. Это большинство, вы, и, наверное, такой малый, единичный случай. Вот. Что касается вот текущего, конечно, сейчас в связи с тем, что это полулокдаун или какие-то ограничительные меры, конечно, уже мы видим, что идет отмена брони, загрузка, конечно, у нас упадет, вот, но все равно мы постараемся, конечно, все-таки продолжать выплачивать заработную плату нашим сотрудникам. Вот, и будем, конечно, глубоко надеяться на то, что это не затянется надолго, потому что, соответственно, чтобы бизнес все-таки потом восстановился. То местный туризм же, наоборот, развивается хорошо сейчас. Он развивается. Но мне кажется, он лучше стал, и потом сейчас же гостиницы не закрыли. Они работают сейчас. Не знаю, то, что, судя по этому лету, чтобы у нас было массово сколько-то туристов, я бы не сказала, потому что все-таки во время пандемии... Все равно опасаются. Здравый смысл-то есть у людей? Если в допандемический период у нас внутренний туризм, мы чувствовали, да, что люди приезжали там из Москвы, да, из Ленинграда, Санкт-Петербурга, точнее, как бы понятно, интерес был, и как-то вот это ощущалось. А вот за эти 2 года, конечно, и границы закрыты, то есть иностранных гостей у нас нету, ну и, соответственно, россиян тоже. В основном это предприниматели, точнее, командировочные, это да. Вот сейчас у нас проверки, например, идут, да, вот про бизнес говорю. Вот проверили там 300 с лишним субъектов. Вы знаете, на 90% нарушений. Вот на 90%. Если раньше такого не было, то сейчас вот, расслабились, натурально расслабились. Разметки стерты, запускают, значит, огромными толпами. Никто не смотрит, что там вот 4 квадратных метра на одного человека. Столы сдвинули. Банкеты, значит, по 10 человек, нет, там по 500 человек собираются. Дискотеки вот эти, которые по вечерам. Поэтому, конечно, что же, если 52 человека, 52% больных не знают, где они заразились. Но они везде могли заразиться, везде.
Поэтому было принято, да, это вот большим-большим таким колпаком накрыли вот с 30 по 7 ноября. Рабочие дни должны быть использованы не для вечеринок, не для гуляний, не для походов там совместных компаний какой-то. Для вакцинации они должны быть использованы. Люди не понимают этого. Для Но все равно будут вакцинации. ходить. Поэтому любыми правдами делать? или неправдами вы должны, и бизнесмены или не бизнесмены, привлекать народ к вакцинации. Не говорить там против. это Нет, а привлекать к вакцинации как раз-таки, да? Уговаривать личным примером. Нет, вот насчет вакцинации, да. Если его внесут какой-то национальный календарь прививок, да, как я понимаю. Внесен Он уже национальный внесен. календарь. А уже внесен? Да. А так тогда он, соответственно, все граждане должны вакцинироваться. Нет, там Нет? граждане, которые работают в определенных Ну сферах вот. деятельности. А почему нельзя, допустим, какие-то поправки ввести, чтобы в этой ситуации все обязаны вакцинироваться? Тогда, в принципе, проблем бы не было, и никто бы не возмущался бы. Согласна. Да? То есть просто внести изменения в федеральный закон, это, в принципе, Я бы быстро только делается. приветствовала. Я бы Это только быстро приветствовала. делается. Это не менять Конституцию, это федеральный закон. Пит, Катерина, слово вам. Мне кажется, что правительство уделяет слишком много внимания вакцинам и вакцинации. Мы знаем, что люди могут быть вакцинированы и все равно болит. Мы знаем, что люди могут быть вакцинированы и все равно передавать COVID. В последнем исследовании Гарварда мы видим, что вакцинированные люди заражаются COVID и передают COVID чаще, чем невакцинированные. У нас есть опыт Индии. В мае этого года в Индии был огромный рост случаев COVID. Но Индия смогла быстро взять это под контроль. Но как? В Индии уровень вакцинации почти такой, как в России. Гидроксилклороквин и ивермектин широко использовались в Индии. Но эта информация скрывается. Я думаю, что нам нужно больше уделять внимание эффективному лечению COVID, чем полагаться на вакцину. Сейчас я читал, что уже есть вариант COVID, который ни один вакцин трогает. Вот это поворот, да, вот Изабелла Юрьевна, да, у нас тут в конце немножко добавилась дополнительная информация. Вообще в СМИ нужно на такие вопросы, чтобы отвечали специалисты, понимаете? Да, на такую большую аудиторию. Ну, что? Но опять-таки это нужно вводить либо каким-то хорошим, очень некой пропагандой, информированием, более детально, более тщательно. Ну и также либо путем внесения изменений в законодательство, чтобы это уже было некое обязательное. Все-таки это ответственность большая лежит на каждом гражданине. Это некая гражданская, как бы сказать. Да, то есть это все должны осознавать. Ну и также все-таки вот эти вот ограничительные меры, полуограничительные меры, они, я думаю, ни к чему хорошему не приведут все равно. Либо тотальный локдаун, либо вообще ничего, но как-то заставить всех вакцинироваться. Ваше мнение понятно. Мария Максимовна, вы что-то хотели ответить на реплику Пита, на информацию по статистике в Индии. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Ну и Насчет свое же мнение можете по высказать. Индии я не могу оценивать ее, но я должна всем сказать, что нет патогенетического лечения коронавирусной инфекции. Если у нас есть бактериальные инфекции, допустим, какие-то ангины, мы можем выпить антибиотики, антибиотики победят бактерию. Против коронавирусной инфекции лечения нет. Все лечение идет симптоматически. Если человек задыхается с тяжелой пневмонией, ему дают кислород. Чтобы остановить иммунное воспаление, дают противоревматоидные препараты, абсолютно не имеющие отношения к вирусам. Все лечение идет просто вот человек задыхается, даем кислород. Человеку температура, да, даем парацетамол. Об этом надо помнить. То, что вакцина работает, она действительно работает. До реанимации не доходят наши вакцинированные, насчет спутника Ви, я могу говорить. Эпивак короны, да, к сожалению, были в реанимации.
все в реанимации лежат невакцинированные. Ну, побольше 95% не вакцинированы. Они все об этом жалеют. А вот наша больница, вот я про нее расскажу, у нас 420 коек ковидных. Из них 36 коек – это реанимация. В последний месяц меньше 34 человек в реанимации не было. И даже есть небольшая очередь в пульмонологиях в реанимацию, кому нужно срочнее туда попасть. Мы испытываем колоссальную нагрузку на нашу систему здравоохранения, и эта неделя, может быть, мы на это очень надеемся, даст нам немного передохнуть, потому что социальное взаимодействие немножко сократится. Соответственно, мы ждем, что вместе будут заражаться люди. В этом месяце, надо признать, у нас умирали и люди старше 30 лет. Это очень молодой возраст, чтобы покидать этот свет. Поэтому я призываю всех, чтобы вы вакцинированы, чтобы вы призывали также, как лидеры общественного мнения в своей отрасли, прививать своих близких и друзей. Это единственный способ, чтобы победить эту болезнь. Потому что не только старческий возраст, но уже и молодые, к сожалению, умирают. Снова обратимся к Питу. Пит, вы говорили о том, что необходимо лечить саму болезнь. Но, как мы услышали, как такового лечения нет, скоординированного лечения комплексного нет. Вы химик по образованию, да, может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу? Может быть, понимает чуть-чуть больше, чем обычно люди. Сейчас больше всего, когда это тяжелый COVID, это не пневмония, это автоиммун синдром. А иммунитет нужно поднимать сахачаем и сахамедом. То есть это аутоиммунное заболевание, вы говорите, да, об этом? Аутоиммунное заболевание, да? То есть это заболевание аутоиммунное, иммунитет с ним справиться не может. Все правильно, медик нам подтвердит. Весь иммунитет поднимается, и да, идет такое иммунное воспаление. Все понятно, идем дальше. Александр, как представитель фитнеса, хочется услышать ваше мнение, буквально 30 секунд, до 1 минуты. Ну, я также призываю наше правительство не ограничивать спортивные объекты, не закрывать их, дать людям возможность реабилитации, иммунитет свой укреплять, тренироваться. Да, QR-коды, прививания, да, но не закрывать залы. Как бы такое вот мнение и посыл. Государство, ограничивая в той или иной мере какое-то там либо население, либо категорию, старается соблюсти баланс всех, интересов всех. При этом, да, я действительно считаю, что последний указ, он наиболее лояльный к нашим предпринимателям, чем которые были, допустим, в прошлом году по ограничительным мерам, по нерабочим дням. Это действительно так. И я хочу донести, что бизнес тоже относится на самом-то деле с пониманием к этому. Вот недавно как раз бизнес-сообщество, мы встречались с предпринимателями, они запустили флешмоб, хэштег «Бизнес Якутии против ковид» с призывом вакцинироваться, потому что мы прекрасно тоже понимаем, для того, чтобы наши предприниматели могли уже заработать в полной мере, нам необходимо, чтобы население прислушивалось, население обязательно проходили вакцинацию, прислушивались к мерам санитарных врачей. Ну, что бы я хотела сказать. Вот эти нерабочие дни – это наш шанс подумать о смысле жизни. Остановиться, побыть со своей семьей, со своими близкими, переосмыслить свои ценности. И, конечно, для того, чтобы сделать прививку, уговорить как можно большее количество людей привиться. Только вместе мы сможем победить эту инфекцию. Вместе и быстро. Быстро это нужно сделать. Иначе, действительно, если это будет растянуто во времени, появляются новые штаммы, как они себя еще поведут, как нам придется дальше бороться, придумывать новые лекарства, новые там диагностикумы и так далее. То есть это очень тяжелые последствия могут быть дальше. Поэтому нужно сделать быстро и вовремя. Пожалуйста, все оставайтесь дома, побудьте со своей семьей. Хорошо. Максим Михайлович, завершающее слово ваше. Да, спасибо. Но действительно, по нашей тематике у меня все-таки точка зрения не изменилась. Мы говорим не о локдауне, а о предстоящих нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. И действительно в этот период уже определены, кто может вести свою деятельность открыто, то есть с учетом посещения граждан. Но при этом ряд предпринимателей прекрасно понимает, что они могут работать, но в другом формате. Ну, например, в формате доставки своей продукции до своего потребителя. Да? Ну, неделя вот это, на самом деле, очень короткий срок. И
Конечно, для продажников, для торговли это был основной период вот этих праздников с 4 ноября, где была бы возможность больше продать, а для граждан больше купить. И все-таки в конечном итоге хочу обратиться в том числе бизнесу и в целом гражданам, да, провести эту неделю не как отпускные или дни отдыха, и максимально постараться провести, как тоже тут звучало, в своей семье, в своей ячейке общества. И для этого быть, соответственно, сознательным. А у нас, я уверен, бизнес очень ответственный, сознательные граждане. И в дальнейшем мы, конечно, как правительство должны все-таки добиться того, чтобы как-то смягчить понесенные потери в период этих нерабочих дней. Максим Михайлович, спасибо, мы вас услышали. Я хочу поблагодарить наших гостей за жаркие дискуссии, дебаты. Сегодня действительно была жаркая дискуссия за или против, как мы изначально говорили, локдауна, но теперь стало понятно, что это дополнительные ограничительные меры, это не рабочая неделя. И стало понятно одно, что эта неделя создана для того, чтобы получить вакцину. Обязательно оставайтесь дома, никуда не выходите, и тогда нам всем наверняка удастся избежать будущих дополнительных ограничений и введения уже настоящего локдауна с карантином. Это была Якутия Лайв. За и против. Оставайтесь на канале Якутия 24.